семье Хадзиевых 6 малолетних детей, а глава семейства – инвалид второй группы. Они уже много лет скитаются по съемным квартирам, меняя одну на другую. Вот и сейчас семья живет вот в этом, если так можно его назвать, доме. Да и то арендодатели попросили съехать. От отчаяния Фатима Хадзиева обратилась за помощью в фонд «Солидарность». После того, как комиссия осмотрела их нынешнее жилье, было принято решение помочь семье незамедлительно. На выделенный властями Малгобекского района участок в Зязиковюрте фонд поставил для Хадзиевых щитовой дом. В нем всего 3 комнаты. Жилье, конечно, временное, но в любом случае условия намного комфортнее, чем в арендуемом жилище. А в селе Дачное фонд «Солидарность» помог малоимущей семье строительными материалами, благодаря которым уже построили новый дом и поставили окна. В нем всего 5 комнат, и для семьи из 8 человек, которые проживают в 2 комнатах в общежитии Магаса, объясняет Хава Ужахова, это большой уют. Хава признается, своими силами этот дом они бы никогда не смогли построить. Но год ожидания на попечении у фонда «Солидарность» не прошел зря. Они быстро откликнулись на наш отзыв. Своими силами мы никак бы не справились бы построить такой уютный, хороший, большой дом. Осталось нам еще сделать отопление там и остальные там доработки внутренние дома. Да, своими силами мы постараемся как-то это все сделать. На учете у фонда «Солидарность» состоит свыше 1500 семей. Но в первую очередь помощь оказывают тем, кто в ней остро нуждается. И удается это сделать за счет средств неравнодушных жителей республики. Сейчас у нас зарегистрировано 1500 семей. Вот, по списку, по очереди мы уезжаем к ним, смотрим, анализируем. Потом в направлении фонда поднимается вопрос конкретных семей. Вот, и по решению управления фонда помогаем. Это иногда бывают строительные материалы, иногда щитовые дома. Если человек сделал фундамент, то мы помогаем им дальше стены сделать, кровлю сделать. И если и так есть, потом отопление, окна. Частично помогаем людям. Очень часто, признается исполнительный директор фонда, за помощью к ним приходят люди, которым она вовсе и не нужна. Таких в фонде, естественно, отсеивают, однако на это уходит много времени, которое можно было бы потратить на тех, кто действительно нуждается в помощи. Светлана Томова, Магомед Дидигов, Новости 24.